Маршрут от перевала Дятлова до плато Мань-Пупунер по оценке Русского географического общества признан самым безопасным, комфортным и чистым в стране. И это заслуга волонтеров, которые с 2015 года каждое лето работают над сохранением экосистемы. Хаос превратился в цивилизацию. В этом году проект завершается, осталось замостить лишь 60 метров. К полету на столбы выветривания готовятся последние смены добровольцев. Анна Зубарева продолжит. Сегодня туристы, которые приходят на перевал Дятлова, плато Мань-Пупунер, обеспечены интернетом, теплыми туалетами, жилыми модулями. Здесь построена щебеночная тропа, вертолетная площадка, мостовые переходы. Сделано почти все. Осталось замостить 60 метров. В планах справиться с ними за 1,5 месяца. Первые волонтеры этого года в ожидании поездки. Это Уральские горы, они у нас великие. Я живу на Среднем Урале, очень много бегаю на Среднем Урале. Очень много была на Южном Урале. Но вот здесь, вот в северных сторонушках не была. Однажды я пыталась пойти на Монорагу, но мы попали в шторм. И меня, я не очень большим весом, меня вместе с рюкзаком 2 раза подняла и очень хорошо бросила на камни. Не пустила нас природа тогда на Монорагу. Поэтому сейчас прямо вот все хочется. Я теперь уже даже тоже оторвавшись от земли, лечу сама сюда. Я хочу на Мань-Пупунер, я хочу посмотреть на эти замечательные столбы выветривания, которые создавала природа-матушка. Елена Синяева из Перми, ей 58 лет. Она привыкла вставать в 5 утра и пробегать каждое утро по 20 километров. Увлекается скайранингом и смеется. Где, если не на Мань-Пупунере, побегать по горам. И готова к большим физическим нагрузкам. Нужно много работать, таскать стройматериалы от вертолетной площадки до строительной площадки. Это 5 километров. То есть в день волонтер проходит по марафону 40 километров. Половину из них с грузом, половину без. Естественно, мы все это рассказываем волонтерам перед тем, как они попадают на плато. Волонтеры, начиная с 6 утра, работают по 12 часов в сутки. Живут по соседству с медведями, оленями, волками, но их, кажется, ничего не пугает. Первые 7 человек полетят в этом году на плато уже через пару дней. Среди них и Сергей Заболин. Говорит, когда устал от классических путешествий, мансийские болваны – отличная альтернатива. Звезды совпали, появилось свободное время. И решил совместить приятное с полезным, помочь, собственно, группе и совершить путешествие. Физическая готовность некая есть, плюс эмоциональная готовность есть к этому проекту. За 7 лет существования проекта уже 260 волонтеров со всего мира побывали в нашей республике. Слетали на Мань-Пупунер в дикие условия. Самому старшему из них было 70 лет, самому младшему – 9. Люди разных возрастов, разных профессий, но все заряженные на одно дело и определенно влюбленные в одно из 7 чудес России. Каждый раз, как будто в первый, всегда удивительные эмоции, ощущения от этого места. Это место силы, вот оно действительно такое. Невероятная мощь энергии, красота наша северная, невероятная. То, что раньше было доступно только физически сильным туристам, теперь легко дается родителям с детьми. Людям серебряного возраста в горы ходят даже новички. По оценке Русского географического общества, Министерства природных ресурсов и фонда Вернадского, маршрут от перевала Дятлова до плато Мань-Пупунер самый безопасный, комфортный и чистый в России. И все это благодаря работе волонтеров. Если до 18-го в горах Северного Урала гибли каждый год люди. Вот гибли. А каждый год получали травмы. Теперь этого нет. И даже если вдруг ты подвернул ножку, то ты можешь не в палатке дожидаться помощи на шквалистом ветру под снегом в августе, а дожидаться помощи в модуле, где есть печка, где есть газ, где есть минимальный набор продуктов, и ты там можешь безопасно дождаться помощи. Все удобства бесплатны и доступны для каждого. Волонтерский отряд «Северный Урал» свою задачу выполнил. Турист чувствует себя в безопасности, а природа получила защиту. Теперь у добровольцев впереди Таймыр, Эльбруса, остров Змеиный, что почти на Северном полюсе, Северного Урала. Они уходят работать в другие точки страны, чтобы и там хаос превратить в цивилизацию. Анна Зубарева, Алексей Паршуков, телеканал «Юрган».